А меры предосторожности принимают и в Якутии. Так, студенты вузов республики начинают дистанционное обучение. Такую рекомендацию направило всем высшим учебным заведениям Министерство образования и науки Российской Федерации. Эти и другие вопросы противодействия распространения пандемии в регионе рассмотрели на совещании у главы республики Айсена Николаева. О том, какие мероприятия для профилактики запланированы, рассказывает Ульяна Шагина. Дистанционное обучение пока коснулось только студентов высших учебных заведений. Учащиеся детских садов и школ до изменения ситуации с коронавирусом в республике будут учиться в обычном режиме, но с усилением дезинфекционных мер. Ежедневно здесь у нас проводится влажная уборка в течение два раза в день. Это и между сменами, утром, обязательно уборка вечером. Протираются все дверные ручки. У нас предусмотрено обязательно на уроке, чтобы классные руководители и родители обеспечили влажные антибактериальные салфетки, которые бы дети использовали. Между тем, по рекомендации регионального Роспотребнадзора в школе сегодняшнего дня введен масочный режим. Но ввиду их отсутствия в аптеках, выполнить этот пункт сложная задача. Сложилась такая ситуация в Якутске. Очень сложно найти маски, но тем не менее мы стараемся согласовать эти действия с родителями, и дети по возможности их носят. Для родителей и школьников введение масочного режима обернулось настоящим квестом. Нам рекомендовали взять маски с собой ребенку. Но проблема в том, что по городу нигде нету масок, ни антисептиков. Таблички «масок нет» до сих пор висят практически во всех столичных аптеках. Работники аптек уже и не знают, когда ждать следующего завоза. Уже давно. Ну, люди приходят, спрашивают часто. А что говорят вообще? Пока ничего, скорее всего, не будет, наверное. За неимением масок большинство горожан решили запастись дезинфицирующими средствами. По признанию продавцов профильных магазинов, такого ажиотажа они не ожидали. С утра подошло раза в 3 больше народу, чем обычно. С утра самое. Сегодня с утра было, да? Ну, тут не за коронавирусом, просто обработка антисептиками. Ну, то есть, а вообще у вас хватает средств? Уже маловато. Ажиотаж с хлоркой и другими детсредствами понятен. Сегодня влажная уборка должна проводиться не только в общественных местах, но и в организациях. К примеру, автобусники начали проводить такую уборку ежедневно. В вечернее время, после рабочего времени, они приезжают, автобусы в гараже своими средствами обрабатывают. То есть после этого автобус должен там около 10-15 минут с открытыми окошками, дверьми поставить, чтобы не было запаха вот этого. Помимо уборки, организациям рекомендовано при входе и в течение дня контролировать температуру у сотрудников. Значит, тех людей, работники, которые пришли с признаками ОРВИ, чтобы их выводили с организованного коллектива, так же, как это проводится на сегодняшний день в учебных образовательных учреждениях. Также на предприятиях должна соблюдаться личная гигиена. Работодатели должны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами и масками. И тут встает вопрос, где в массовом количестве взять маски. Власти Якутии нашли выход из ситуации, организовав изготовление масок в регионе. На настоящий момент совместно с Министерством предпринимательства, Министерством здравоохранения будут приняты ряд решений, по которому, соответственно, в республике начнем изготовление масок. Все эти меры, еще раз напомним, правительство республики принимает в целях профилактики. Глава республики еще раз напомнил, что коронавирусной инфекции в регионе нет. Но, тем не менее, усиление противоэпидемических мероприятий должно быть не только в Якутске, но и в Мирнинском и Нерингринском районах, которые также являются входными воротами в республику. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.